вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Туэр Пиров. Сегодня под руководством председателя Маджлиси Намоян Дагун Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматуира Зокирзода с участием депутатов Маджлиси Намоян Дагун, руководства Министерства финансов Республики Таджикистан, налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан, таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан, агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан, Национального банка Республики Таджикистан и других государственных органов состоялось обсуждение по реализации закона о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год за 9 месяцев 2020 года. Председатель Маджлиси Намоян Дагун Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматуир Зокирзода, обратившись к собравшимся, отметил, что конечной целью долгосрочного развития Таджикистана является повышение уровня жизни населения страны на основе устойчивого экономического развития. В этом контексте качественное исполнение государственного бюджета является одним из основных приоритетов соответствующих органов. Основатель мира и национального единства лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил, что высшей целью правительства страны является повышение качества жизни людей путем решения вопросов устойчивого экономического развития, совершенствования государственного управления, расширения экспортного потенциала страны, улучшения инвестиционного климата, развития частного сектора и улучшения рынка труда. В этом процессе стратегия управления государственными финансами должна осуществляться с учетом приоритетов страны, качественного исполнения доходов и расходов бюджета, его прозрачности, а также представления долгосрочных планов реформ в этих областях. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов является важным вопросом в реализации государственной бюджетной политики, а ключевым вопросом в рамках единой стратегии финансового управления является целевой результат исполнения бюджетных ресурсов. Именно в этом вопросе отражается растущий интерес различных слоев общества, в том числе населения, к принятию и исполнению государственного бюджета. Основная цель сегодняшнего заседания – это рассмотреть недостатки государственного бюджета, а также причины и факторы, препятствующие исполнению государственного бюджета за отчетный период, и определить пути их устранения. Присутствующие выразили уверенность, что сегодняшнее парламентское обсуждение и принятие рекомендаций будут способствовать качественной реализации закона Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год. Далее. В Душанбе состоялся 6-й национальный форум по верховенству закона, приуроченный ко Дню Конституции Республики Таджикистан. Данный форум является платформой, которая объединяет всех юристов страны для определения приоритетов и выработки предложений по продвижению верховенства закона и доступа к правосудию в Республике Таджикистан. В Душанбе состоялся 6-й национальный форум по верховенству закона, приуроченный ко Дню Конституции Республики Таджикистан. Традиционно национальный форум является продолжением предыдущих национальных форумов. Национальный форум является платформой, которая объединяет всех юристов страны для определения приоритетов и выработки предложений по продвижению верховенства закона и доступа к правосудию в Таджикистане. Форум проводится в целях определения проблем и трудностей, которые препятствуют укреплению верховенства закона в Республике Таджикистан и совместному поиску решений посредством обмена опытом и открытого обсуждения, а также разработки конкретных рекомендаций и предложений для достижения еще большего верховенства закона в Таджикистане и дальнейшего обеспечения гражданам равенства перед законом. На национальном форуме были обсуждены вопросы, связанные с судебной реформой, доступа к бесплатной правовой помощи, трудности в этой области и пути их решения. В работе форума приняли участие представители исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, парламента, руководители и представители министерств и ведомств, а также представители гражданского общества, зарубежных организаций и независимые эксперты. Потребителям и всем гражданам страны необходимо добиваться сокращения потерь электроэнергии, ее экономного использования, в том числе посредством широкого использования энергосберегающих технологий. Ведь энергосбережение, с одной стороны, помогает предотвратить перебои в подаче электроэнергии, а с другой экономит семейный бюджет.
Управление государственного энергетического контроля в Душанбе проводит мероприятия в соответствии с положениями и планом, разработанными Государственной службой энергетического контроля Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. В частности, в соответствии с утвержденным планом мероприятий на 9 месяцев текущего года в более 140 хозяйствующих субъектов, организациях и учреждениях проведены разъяснительные работы по эффективному и рациональному использованию электроэнергии. Также подготовлен детальный план эксплуатации электрических подстанций и целевого использования электроэнергии населением и предприятиями по подготовке электростанций к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Обследовано 736 подстанций и трансформаторов. Инструкции по подготовке к зимнему периоду даны 1306 организациям и предприятиям города, а также опубликованы буклеты с практическими советами по энергосбережению. В текущем году эти буклеты были бесплатно доставлены на 900 предприятий города Душанбе, и была проведена разъяснительная работа, которая будет способствовать экономному и рациональному использованию электроэнергии. При этом за 9 месяцев текущего года инспекторами Управления государственного энергетического контроля города Душанбе выявлено 66 случаев нарушения правил использования электроэнергии и подсчитаны потери электроэнергии на сумму 199 615 сомони или 224 240 киловатт-часов. За этот период 238 граждан были оштрафованы за нарушение правил использования электроэнергии и наложены штрафы на сумму 42 340 сомони. Отметим, что из общего количества составленных протоколов выявлен 91 случай хищения электроэнергии. Государственная служба по энергетическому надзору Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан призывает организации, предприятия и жителей страны экономно расходовать энергию и использовать энергосберегающее оборудование, потому что при правильном использовании энергосберегающего оборудования можно внести ценный вклад как в семейный бюджет, так и в полное обеспечение энергетической независимости страны. Зумрат Файзиева, Рано Азизи. Новости. Хозяйственники Хатлонской области в любое время года стараются обеспечивать отечественный рынок свежими овощами. И в связи с этим намерены увеличить площадь теплиц. Это способствует сокращению импорта и после насыщения отечественного рынка сезонными овощами увеличению экспорта. На сегодняшний день в Хатлонской области зарегистрировано около 190 тысяч партнерских, семейных и индивидуальных дихканских хозяйств, которые, благодаря эффективному использованию земли, вносят значительный вклад в обеспечение отечественного рынка овощами, фруктами и другими продуктами питания. Общая площадь орошаемых земель в городе Бохтар составляет 760 гектаров. Они распределены среди 38 дихканских хозяйств, которые круглый год обеспечивают городские рынки свежими овощами. Хозяйственники селения Гайрат также в теплицах и на приусадебных участках осенью и зимой, в зависимости от сезона, выращивают разные виды капусты, репы, свеклы, огурцов и томатов. Из 38 местных дихканских хозяйств 17 занимаются выращиванием и производством хлопка. Опытные хлопкоробы, используя высококачественные отечественные семена, увеличили урожайность до 26 центнеров с гектара, а производство этой технической культуры до 710 тонн. Принимая во внимание высокую потребность в овощах, фермеры намерены увеличить площади теплиц, используя современный опыт и соблюдение агротехнических мер. Это поспособствует сокращению импорта и после насыщения отечественного рынка сезонными овощами увеличению экспорта. Благо, что климат города Бухтар очень благоприятен для развития этого сектора. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, Мехрузи Джума. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.